Телеканал «Ньюсфронт», программа «Мнение», я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Брюссель не скрывает своего разочарования от того, что Сербии и Косово не удалось договориться по вопросу удостоверений и автомобильных номеров. Конфликт, который назревал совсем недавно, вполне возможно разгорится с новой силой. Так это или нет? Попытаемся разобраться с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи политолог Драган Станович. Драган, здравствуйте. День добрый, дорогие друзья. После вот этих вот заявлений Евросоюза, какова ситуация вообще сейчас в Косово, ну вот связанная с этими автомобильными номерами? Ну, вопрос тут, конечно, не только в автомобильных номерах, он гораздо шире. Это только один из поводов для того, чтобы начать репрессии против сербского населения в Косово. Там идет речь не только о номерах, а еще и о документах, паспортах, идентификационных картах, которые они требуют, чтобы сербы, которые живут там, приняли документы, то есть взяли новые документы, несуществующие как бы государства, там Косово. А если этого делать не будут, то, соответственно, в отношении их будут определенные репрессии. То есть это аресты, это, по сути дела, когда у тебя нет документов, у тебя нет ничего. Ну, соответственно, что после этого предстоит? А если вот это номера и так далее, то, получается, будут забирать машины, автомобили и так далее. То есть, где, собственно говоря, это только повод для того, чтобы начать эти все репрессии. То, что сегодня мы слышали заявление из Евросоюза, это говорит о том, только то, что они абсолютно не состоявшиеся, что Евросоюз вообще ничего не в состоянии делать, кроме, видимо, вводить санкции. Вот, что он даже, вот, насколько мы понимаем, не решает вопрос и не имеет даже никакого влияния на косовские так называемые этих лидеров и власти. Вот, то есть полная несостоятельность с одной стороны, с другой стороны, наверное, нежелание решить этот вопрос. То есть желание есть у них решить вопрос, но только в сторону Косово. То есть получается по демократическим принципам Евросоюза сербов нужно оттуда или выселить, совершить этническую чистку, уничтожить все наши храмы и это самые памятники, которых 1800 в Косово. Вот, ну, в конце концов, просто уничтожить несогласных. Я имею информацию от моих друзей, которые там находятся, что там уже проводятся репрессии против сербов, которые там организовывали все вот эти протесты, которые организовывали баррикады, потому что задача их это арестовать их, уничтожить. То есть это люди, которые в принципе не подчиняются даже власти в Белграде, и ситуация все больше выходит из-под контроля даже самого Белграда. Что я имею в виду? Понятно, что там Белград имеет своих представителей, своих людей во власти, которые там координируют процессы. Но люди, живущие там, они не готовы больше терпеть обещания Белграда, что что-то решится, обещания Евросоюза, что что-то решится. Они понимают, что у них жизнь под угрозой. Соответственно, там начинают самоорганизовываться. Все понимают также, что то, что сейчас, что произошло несколько недель назад, что они просто сделали отсрочку этому событию. Все вот эти попытки сейчас переговоров, но они были и предыдущие 5, 10, 15, 20 лет. Вот, соответственно, ничего они не достигли. Это та же самая ситуация, как это было с Минскими соглашениями. Поэтому я склонен к тому, и не только я, конечно, большинство народа понимает, что да, ситуация, никому не хочется никакой войны, никаких действий и так далее, но мне кажется, что все больше приближаемся к тому, что нужна демилитаризация и детерроризация самого Косово. Потому что понятно, что там управляют террористы. Как разговаривать с террористами мы умеем и понимаем. Соответственно, у нас есть и чем это сделать. Другой вопрос, что там находится Бонстил, и другой вопрос, что мы не понимаем, как бы, насколько они готовы выполнить как бы, определенные действия против самой Сербии, сербской армии. А так мы бы с этими террористами расправились бы достаточно быстро и похоже, что просто другого выхода нету. У Белграда тоже нет выхода, потому что пока что политические там какие-то баталии существовали. Но когда начнутся репрессии, когда начнутся конкретные действия, которые могут быть через там, 10 дней, то
выхода не будет. То есть или придется защищать народ, или бросить его на уничтожение. Драгон, ну вот смотрите, этот вопрос, из-за которого сейчас весь сыр-бор разгорается, он ведь по большому счету может решиться достаточно просто. Тем не менее, я так понимаю, что не хочет Косово в данном случае идти на какие-то уступки. Как вы считаете, это исключительно, ну, скажем так, и их инициатива, или все-таки за этим всем кто-то Ну, может стоять? естественно, понятно, что это никакая, что это, знаете, как я часто провожу параллель, как власть в Киеве, она ничего не решает. То есть они совершенно ничего не решают, там всеми процессами управляют МИ-6, британцы и американцы. Ну, соответственно, силовую поддержку и разведывательную поддержку НАТО. Потому что они совершили вот провокации там, почти месяц назад. Это было с целью того, чтобы прощупать пульс Сербии, чтобы понять, как Сербия будет реагировать, чтобы понять, какие Сербия готова задействовать силы, чтобы они подготовились к этому, ну, к реакции Сербии. Они, естественно, что все, что делается абсолютно... Но почему Евросоюз такой типа могучий Евросоюз, а не в состоянии решить элементарный вопрос? То есть потому что Евросоюз тоже ничего не решает. Все решается в Америке, а их удлиненная рука, так называемая, это британцы, которые управляют всеми этими процессами. Поэтому у них задача, кстати говоря, видели же видео, где появилось, как якобы украинские, это самые вот эти джевелины и так далее из Украины продаются албанцам в Косово. То есть понятно, что черный рынок существует, понятно, что британские службы действуют, у них задача дестабилизировать Балкан, дестабилизировать Европу. То есть они говорят о каком-то Евросоюзе, сами сбежали из него. Понятное дело, что американцы сейчас этим показывают, на самом деле, Сербии, кто хозяин, да, то есть они хотят сказать, что вот вы же не ввели санкции против России, вы это самое ведете себя не в соответствии, как мы хотели бы, поэтому мы вам сейчас показываем, что мы в состоянии дестабилизировать ситуацию и вызвать серьезное, как говорится, сопротивление в самой Сербии. Вот это на самом деле вот четкий такой месседж для сербской власти, и у нее, как бы, я не знаю, какой вариант. Или согласиться с этим, и пускай уничтожают народ, или будем защищать его. Народ все ближе к тому, что этот вопрос уже нужно решать коренным образом. Знаете, американцам и британцам для чего нужно разжигание этого конфликта? Вот я говорю, потому что, ну, во-первых, они хотят показать, что они контролируют ситуацию на Балканах и Европе до сих пор. На фоне того, что происходит с Россией, но это такие слабые места, и они свою силу демонстрируют всегда против слабых и маленьких, да. То есть мы так гордый народ, но мы понимаем, что нас 7 миллионов, а не 7 миллиардов. Вот, поэтому они хотят этим показать не только нам, они хотят этим показать и России, и Китаю, потому что они знают, что Сербия имеет отношения хорошие и с Китаем, и с Россией, соответственно, и ну, тем самым они хотят демонстрировать свою силу перед этими государствами. Понятно, что Сербия ожидает помощи России. Несмотря на всю эту ситуацию, вот недавно были разговоры о том, чтобы создать российскую базу военную. Да? Я говорю, что это был бы фактор, стабилизирующий на самом деле Балканы, а не дестабилизирующий. Потому что Сербия вправе самостоятельно принять решение. Мы не являемся членами НАТО. Соответственно, такое создание базы не вызывает как бы, это самое, какого-то прямого сопротивления с Россией и с НАТО. В Косове у нас американцы, собственно говоря, забрали, сделали самую крупную базу в Европе, фактически. Никто нас ничего не спрашивал. А тут, пожалуйста, можно договориться, чтобы сделали официально, как положено, как это сделали, допустим, сирийские власти, обратились официально к Российской Федерации и создали вот эту самую базу. Вот эта база была бы как бы, ну, таким, я не говорю, что это надо делать какой-то прямой конфликт, но они бы просто не пошли бы на это, потому что ситуация совершенно другая была бы и для России, и для Сербии. А они понимают, они на это, когда появилась эта информация, тут все СМИ, все эти американские лоббисты начали кричать, что вот Россия хочет войну в Сербии, Сербия хочет войну, это самое, в Европе и так далее. То есть у них просто существует страх от этого мероприятия. Поэтому я
я считаю, что и вот огромное количество сербов, они просто, когда услышали об этом, они просто очень выразили большую надежду, что это может состояться. Но естественно, что наша власть в Белграде боится. Президент, он заявляет о том, что не надо нам никаких баз и так далее. Я понимаю, что огромное давление создается со стороны Запада на Сербию. Но тем не менее, мы понимаем, что от них мы хорошего ничего не можем ожидать. Поэтому надо по принципу, как говорил Владимир Путин, если вы видите, что драка неизбежная, бейте первым. Драгон, ну и еще такой вопрос. Каким-то образом вот этот нарождающийся конфликт еще можно погасить или уже, в общем-то, противоречия зашли далеко? Да, по-моему, тут выхода, по сути дела, нету. То есть нету его с нескольких аспектов. Во-первых, потому что американцы управляют этим процессом, и албанцы, естественно, не подвинутся ни на шаг. Сербия выполнила практически большую часть того, что было договорено. Они не выполнили вообще ничего. То есть они, получается, требуют то, что выполнила, что Сербия договорилась, требует это выполнить, а то, что они этого ничего не выполнили, это не в счет. Поэтому ситуация, по-моему, тупиковая. Вопрос только стоит в том, насколько как бы американцы готовы будут все-таки, скажем так, зажечь этот конфликт. То есть он может быть, его могут зажечь таким образом, что начнутся репрессии против сербов и погромы. Соответственно, сербская армия, сербские это самые спецподразделения должны будут реагировать и защитить их. Ну и вот дальше ситуация, как говорится, куда она пойдет. То есть мы понимаем, что наши спецслужбы, спецвойска готовы к этому, и у нас есть вооружение, есть обучение. Мы понимаем, что албанцы, это же не в Украине, понимаете, там нету столько мяса, которое готово гибнуть. Они больше это делают, скажем так, террористическим путем, поэтому мяса там столько нету, которое будет гибнуть для американцев. Ну а с другой стороны, я думаю, что они тоже понимают, что сербская армия готова на это, и надеюсь, что они будут искать какой-то компромисс, но я его, честно говоря, не вижу. То есть это просто будет агония продлеваться на месяц, на два, на три, на еще полгода, а дальше что? Все равно мы придем к тому, что придется этот конфликт решать серьезно. Драгон, большое вам спасибо за комментарии по теме нашей сегодняшней программы. Я благодарю за то, что вышли с нами на прямую связь, и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт. Спасибо, большой привет из Сербии всем вам. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Напоминаю, что Косово и Сербия не смогли договориться по поводу автомобильных номеров, тем самым конфликт, который вроде бы уже затух некоторое время назад, может разгореться с новой силой. Чего ожидать нам на Балканах, мы попытались понять с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи был политолог Драгон Станович. Спасибо за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт продолжает свою работу.